Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепанин. Сегодня я без своего постоянного соведущего Семена Тарбахова, но ничего страшного. И ко мне сегодня в гости пришел Илья Яковлев. Илья, приветствую. Илья у нас актер, артист театра юного зрителя нашей республики. Спасибо, что согласился быть гостем моей передачи. И так как все-таки кулинарное ток-шоу мы его обзываем, чем ты к нам сегодня пришел, что будешь делать? Всем привет, это я Илья Яковлев. Сегодня будем готовить некую запеканку. Запеканку, которая, не знаю, хочется дома по-быстрому, если хотите что-нибудь ресторанское, типа вроде мяса по-французски, можно сделать его по-быстрому за 45 минут. Короче, можно успеть. Можно успеть. Так, есть опыт? Ты вообще как к готовке относишься? На вы, на ты? Я совсем не умею готовить. Да ладно? Ради этого блюда я готовился 3 дня. Ну, жена тренировала меня 3 дня. Очуметь. Да. Ты очень ответственный человек. Ну, прямо как репетиции, да, короче, были, как в театре? Своеобразная репетиция получилась. Так. Ну, я не умею готовить, ради этого я и женился, чтоб не готовить. Ладно, какой ты хитрый. Так, ну ладно, ну давай начинай тогда, да. Я могу тебе помочь, примерно, я имею представление, что да, как все происходит. Что нужно в первую очередь? Сначала надо вот эту посуду маслом натереть. Растительным? Да, растительным, да? Сколько ты мне говори? Да, примерно все. Вот так. Ну, она сейчас рассечется, нормально. Потом почистить картошку, так. порезать мясо, свинина. Давай, может, ты мясо, а я картошку почищу, то, что проще. Как ты, давай. Тебе нравится, да, я возьму уже за картошку. А ты тогда возьми вот якутский нож для мяса, а я вот для картошки. Мясо, короче, надо резать этими тонкими пластинками. Ну, я надеюсь, что нож позволит. Да, влезали типа в ложку одну, ну, в вилку. Они не должны быть большими и должны быть очень тонкими. Слайсами, короче, грубо говоря, да? Ага. Понял. Ну, я так понял, что запеканка это же блюдо, которое, ну, скажем так, слоями, да, друг на дружку кладется. Правильно? Наверное. Так, наверное. Ну ладно. Илья, первая наша рубрика, она у нас традиционная, называется «Как я дошел до жизни такой». Да, я тебя предупреждал. Расскажи, пожалуйста, немножко нашим телезрителям о себе. Ну, мне 35 годиков. Так. Родился в Мегино-Кангаласском Улусе. О, земляки. Да, получается. Учился в школе как говорится, средней. Учился в школе средней. Ну, был активистом. Был. А в какая деревня? Сначала жили в село Хаптагай, потом переехали уже в старших классах в село Тюнгулю. Тюнгулю. Я тоже тюнгулюнский, между прочим. Круто. Круто. Да, участвовал везде, и в лыжных гонках, имею 3-й разряд. Ну, там неплохая школа, да, Тюнгулю. Да, отличная. В 2001 году, кажется, была самой лучшей школой по всей России. Получаю какую-то номинацию. Ну, благодаря и тебе в том числе, получается. Ой, не знаю. Так вот, был лидером среди молодежи. Концерты, разные выступления, спортивные мероприятия. Ну, то есть, где только возможно, всевозможные активности ты участвовал, да? Еще и хотели этим президентом школы сделать, кажется, но я отказался из-за экзамена. Так вот, короче, отучился средний, потом, не знаю, учителя мне посоветовали поступить куда-нибудь, не знаю, в Арктический государственный институт, колледж культуры, например, скажем, да? Ну, я поступил в колледж культуры. Ну да, который культпросвет бывший. Да, бывший культпросвет. Отучился там, и не знаю, как-то так, во время дипломного спектакля, мы как раз в театр юного зрителя пришли, чтобы дипломный спектакль показать. Ну уже дипломная работа, да, получается? Да, дипломная работа. Так. Потом наш мастер Сергей Потапов. Тогда? Крутая личность. Пригласил нас, короче, в буфет. Мы втроем идем. Паша, Владик и я.
ну, вообще не знали, о чем идет речь. Да, Ну, да. Что подошли, происходит? короче, Что происходит, да? Да, что происходит. Ага. Подошли, а за одним столом с Сергеем Потаповым сидит Алексей Павлов. Да ладно. Наш нынешний. Который в то время вообще жесткая звезда. Да. Да. Ну, И они, короче, ну, собственно, он и типа сейчас такие, звезда. Тогда тем более звезда. Но, ага. короче, такие типа, о, хорошие ребята, да, отлично. Один тонкий, другой средний, другой маленький. разные типажи да, разные, да. Типажные ребята. Ага. Они нам подходят такие. И вот, короче, случилось так, что Сергей нас порекомендовал Алексею Павлову. Ага. И после этого мы начали работу в этом театре. Ну, то есть диплом сдали и как бы это, сразу трудоустроились практически. Да. Ну, то есть даже не приходилось выбирать, что-то там придумывать, да куда идти. Нет. Ну, судьба. Да, типа такого. Ага. И по нынешний день работаем. А это в каком году было? Это в 2008 году. Ну уже, получается, 15 лет, да, 15, кажется? да, много, да. Работаю. Ага. Мгм. И с тех пор в театре юные зрители. Да, Да, расскажи, пожалуйста, про театр. про театр. Что он собой представляет? Конечно, да, ну, многие знают, конечно, я в том числе. Ну, но- в этом году у нас юбилейный сезон, 30-й сезон нашего театра. Как бы мы уже отпраздновали. Мгм, Было очень большое мероприятие, мгм. очень много спектаклей показывали. И старые спектакли, которые забыли зрители, и новые премьерные показы были. Отметили на ура. Вы и гастролируете неплохо, я знаю. Да, мы Да. очень много гастролируем. Ага. Не только И успешно очень, да, я знаю. по нашей республике, Да. и за рубежом, и по И- всей России. Да, я знаю. Не понаслышке причем. Ага. Так. И очень много наград получали в разных Мгм. фестивалях. А ты знаешь, почему называется именно театр юного зрителя? Ну, то есть он как бы ориентирован, получается, да, или как? Да, а до 2008 года этот театр назывался театр юмора и сатиры, да? Мгм. То есть он только по определенным жанрам работал. Мгм. Сатиристические, юмористические спектакли показывал. Мгм. И, не знаю, приняли решение расширить свой Репертуар. репертуар, не Мгм. только комедийные спектакли ставить, Мгм. а в определенном жанре, расширяя свой, как бы сказать, нет, не потенциал, а расширяя свой жанр, короче. Мгм. Решили сделать из Ну, этого изначально театра же, если театр юмора юного сатира, зрителя. ну, вообще считается же, да, что, может, я ошибаюсь, но комедийным актером быть сложнее всего. Ну, то есть рассмешить Ну человека. да, да. Согласен с этим? Согласен. Да? Ну, и сейчас тогда, получается, ориентирован больше на юного зрителя. Ага. На подрастающее поколение, на Мгм. подростков. И мы можем ставить комедии, драмы. Ну, само собой, да. Ага. Наш жанр как бы стал уже Как, более как обширным. быстро меняется репертуар? Сколько спектаклей, например? О, ну, в сезон как минимум у нас 4 примерных спектакля. Мгм. Из них 2 обязательно детских, для самых маленьких, ну, сказки. Мгм. И 2 рассчитанные на уже подростков, на Мгм. подрастающее поколение. Мгм. Ну, патриотическое воспитание, например, скажем. Даже это. Ага. Не без этого, конечно, как говорится. Конечно. Ага. Ну что, давай это. Так. Мы сейчас за разговорами можем это. Мгм. Время пройдет, не успеть. Картошку режем тоже пластинками. Ну вот я И как раз хотел спросить, начинаем Давай. класть его. как? Ну, я так понял, вот где-то вот так, да? Правильно? А еще тоньше? Да. Ага, ладно. А иначе она, как говорит моя жена, не Не приготовится. приварится. Так. Вот таким вот образом. Мгм. Так. И кладем его, короче, как я понял, в 2 слоя. Ну тогда у нас картошка многовато даже получается. По-моему. Ну, посмотрим сейчас. Давай, накладывай. И, типа, глянем, Такого. как раз масло там, да, вот так растекай. Чтобы оно так смаслится. Вот так. Ага. О, Мгм. Так. бери. Не, вот это Давай, накладывай, сюда. да, а я уже по готовности буду резать. Так.
Второй слой. Слушай, а ты когда-нибудь задумался, ну вот, почему именно, ну, вот, лицедейство актером решил стать, артистом? О, ну, насчет этого я как бы затрудняюсь ответить, зачем я стал актером. Мгм. Ну, это же удалось тебе? Я знаю, ты очень успешный, отличной культуры, я слышал. Ну да, кажись, удалось. Да, и в кино еще тебя приглашают. Ну, как я сказал, этому, наверное, поспособствовали мои преподаватели, учителя в школе. Ага, а в школе был То, что- театральный кружок, был КВН играли или как? Ну, в КВН обязательно. Ага, ну. КВН играли обязательно. Ну. А тебе самому театрального- какие больше роли нравятся? Что ты, ну, например, бы... Ну, я не знаю, я играл разные роли, начиная от кустиков, заканчивая антагонистами. Кустиков, злодеями. которые целый спектакль там Кустиков. Да, 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 весь спектакль. Кто-то там изображает камни. Да. И такое бывало. Ага. Играл разных антагонистов, плохих героев, играл и хороших принцев, играл и, не знаю, там, четвертым парнем в массовке стоял. Всякое разное бывало, но как бы для актера не существует плохих ролей. Мгм. Все роли для Ну, что дали, артиста- то и как бы это. Ага. Нет, ну а есть, ну, все равно же между коллегами там есть некая там конкуренция и все прочее, да, ну, коллеги по цеху, да, есть какие-то там, ну, кому-то там это, зависть, там что-нибудь такое, там, кому-то какую-то роль, или там борьба за роль, там, да. Знаете, что, допустим, кто-то ставит спектакль, какая-то премьера должна быть через условно. Ну, не два знаю, месяца. все девочки, например, мечтают в театре сыграть Джульетту, да? Да, ну это, Ага. блин, это топ, да, ну. Ага. А после того, как уже время прошло, и они уже состарились, не И знаю. уже как бы уже по возрасту не подходит. Ага. А вот если после тебя другую актрису, ну, решили поставить в театре Ромео и Джульетта, а ты мечтала об этом, Ну. но ты уже по возрасту не подходишь. Ну. Взяли более молодую, то, конечно, зависть есть. Ну да, да, да. Ну, то есть, Ну и как, блин, у мужиков, наверное, тоже есть некая, ну, не конкретная Ромео и Джульетта, а типа такого, что-то связанное со временем. Ясно. наверное, Слушай, а такое еще такой вопрос. Многие знают, что, да, ну, для обычного человека, такого, как я, да, что профессия актера, ну, все равно имеет какой-то романтический флер, да. Ну, допустим, я в молодости, ну, все в молодости равняются, ну, условно, на звезд всегда театра, кино, артистов, да. Все равно же есть какое-то такое, считается, что актеры такие небожители. Но я знаю, что, точнее, узнал, что актерская работа это, ну, мягко говоря, это адский труд. Согласен Да, с есть этим? такое, ага. Если не любишь по-настоящему актерскую работу, то эти бесконечные репетиции, сколько, допустим, репетиция длится для того, чтобы спектакль поставить? Ну, как минимум месяц. Как минимум, да. Да. Ну, то есть Как это да, 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 минимум да, да, месяц, да, 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 ага. а потом же еще и по ходу же она отрабатывается. То есть какие-то изменения могут внестись. В начале новой постановки всегда идет застольная репетиция. Мгм. Полмесяца где-то мы сидим за столом, читаем текст, пьесу. Ну то есть как бы изучиваем разыгрываете эти, роля, да-да-да, да. ну чтобы, не дай бог, там на сцене роль не Ага, забыть. ага. Кто за кем что должен сказать, правильно? А Ну, другую вот сценарий половину месяца примерно, скажем, да? уже на подмостке. Мы уже, да, на подмостках, на Ага. сцене уже репетируем. Мгм. Движение, все и Ага. прочее, да? И у нас еще, не только у нас, Мгм. в театре бывают в основном ночные репетиции. Да. Ага. С чем это связано? Ну, скорее всего, со спецификой театра, Так. спектакля. То есть Ага. у нас, например, была постановка по Гоголю «Вий». «Вий»? Ну, да, да, да. О. Переименованная А там это летал гроб? на 3 ночи. Гроб- Ну, типа такого, ага. Гроб Ну, летал? Гроб, кажется, не летал. Ну, я там не участвовал, но Ага. ребята, не знаю, в дневное время они отдыхали, Ага. а ночью вот уже занимались, репетировали. Странно, да, да. До 4 утра, до 5 утра, ну, когда как уже получается. Ага. В одно время... Когда уже все валятся, говорят, ладно, идите домой, следующий приходите, короче, да, типа Наверное. такого, да? Бывало и такое. Ага. Всю ночь репетировали. Вот так вот. Ужас, да. Не, ну,
я знаю, что это очень тяжело. Ну, То есть, наверное, чтобы почувствовать не- атмосферу спектакля, наверное, поэтому ночью занимались, когда в театре никого нет. не, ну всегда же считается, да. Ну, допустим, про певцов говорят. Ну, а подумаешь, вышел на сцену, 2 песни спел, пошел домой. Да. Да, чуть ли не так, да. А про актеров говорят, ну, что там, 1,5 часа сыграл спектакль, целую неделю свободен. Ну, как правило, же видят, что актер играет, ну, спектакль обычно же по субботам, воскресеньям. Субботу-воскресенье сыграл. А Все для остальные этого- дни ты, ну, вроде как бы не видит, чем он занимается, типа. Ну, вот Ага. актеры, типа. Вот для халява, этого у меня типа. есть специальное любимое выражение со студенческих лет. Так, Когда другие отдыхают, ага, мы работаем. да. А когда другие работают, мы репетируем. Вы репетируете. Да, да, Вот да, так да, вот, да. типа. Ну, я знаю, что это без репетиции, ну, просто так выйти и сказать, вот ты вот это, давай, сделай. Ну, я знаю, что это тяжело. Вот. А что для тебя самое важное в актерстве? Как, чем ты питаешься? Где ты берешь энергию, мотивацию? Ну, не знаю, для некоторых актеров, наверное, важна овация после спектакля, бурные аплодисменты, поклоны, берут энергию со зрителя, наверное. Ну, да? обмен, да, такой? Ага. Ага, ага. А для меня, не знаю, я люблю очень играть для детей. Да, не знаю, они, в отличие от взрослых, их эмоция, Мгм. не знаю, самая искренняя, наверное. Если Ну, ребенку... ребенка не обманешь. Да, да, да. Если ребенка не нравится, он... Просто встанет и уйдет, или уснет, или там будет сидеть Да, в телефон да, играть. типа такого. Ага. А если ребенку понравится, он Ага. будет радоваться Да. искренне, Ага. свою энергетику тебе давать. Ну, Ну, то есть ты во время, то есть получается как? Ты во время спектакля прямо смотришь на кого-то и там видишь, да, как... бывают контакты. Даже так? Да, бывают Ну, то есть конкретно на контакты, кого-то, когда да. играют. Я знаю, что у меня есть много певцов, актеров, певцов, которые на сцене выступают, да, ну, театр эстрады, допустим. Они говорят, надо кого-то найти взглядом, допустим, 7-й ряд, какое-то место, и как будто для него, как бы, Да. да, да, что-то такое. Ну, вот какие ваши, наверное, эти У такие меня как фишки? раз Фишки. есть пример. Ага, так. В Шевкунчике, в нашем спектакле новогоднем, я играю мышиного короля, антагониста. Ва, ну это такое. Да-да-да. И вот да? как раз в это время я контактирую со зрителями, Ага. ну, то есть с ребятами, с Ну-ну-ну. детишками. Ага. Есть такой момент, когда во время танца, во время проигрыша, я начинаю там, не знаю, на кого-то указывать. Что-то говорить, да. Да, я плохой, ты, Да, и вас тоже съем, типа, да? А после этого я вообще спускаюсь в зал. Да ладно. Ага. И прячусь Интерактив начинается. Да, и начинаю прятаться за ребятами. Ну, от Шелкунчика, Ну, якобы. естественно, ага. За ними прячусь, там, никому не говорите, трым-пырым. А в это время все ребята уже за где он? Я бегаю по зрительному залу. И вот такой интерактив Ага. получается. Ну, то есть это такая находка. Я знаю, что Да. такие, ну, такого бывает. Да. Так, я предлагаю мясо. Мясо. Солим. Картошку солим. Солим. Ага. Солим, это солим, перчим. Так, это неправильная соль. Вот правильная соль. Хватит. Ага. И кладем мясо. Давай. После мяса тоже надо посолить. Посолить, Ну, поперчить. мясо само. Не Ну да. картошку. Мы сейчас картошку солили, да? Ага. А сейчас мясо. Ну, ты, по-моему, обманываешь, что это, репетировал всего 3 дня. У тебя все классно получается. Обычно же бывают люди, которые это, ну, немножко там не договаривают до конца свои профессиональные способности. Ну, жена у меня строгая. Ага. То, что она Ну, то скажет, есть- я выполняю. Ага. Я запоминаю. Чисто по указаниям, да? Да. Давай все мясо положим. Или Ага, это, да. это вот жир, да, лежит? Да, жира. А, это не нужно. Вот, мусорка стоит, может. Раз. И Есть. опять Давай. же солим. Так, после этого нам надо нарезать лук. Поперчить? Или не стоит? Ой, не знаю. Ну, я бы поперчил. Да? Да, чуть-чуть. Давайте. Для аромата. Перец никогда не портится. Ага. Лук надо резать, короче, этими кольцами. Кольцами. Большими. Ну вот для лука вот этот наш лучше подойдет. Хорошо. Чтобы этот... Ой, я забыл, что это она там говорила, чтобы
кольца были большими, и Мгм. для чего-то это хорошо. Ну, сочность дает. Лук, он свой аромат отдает и всегда отдает Типа такого живот. говорил, кажется. Да, Если да. кубиками Сочность. нарезать, то он Да, типа она исчезает. разэтывается, да. А тут кольцами чуть-чуть, может быть, потоньше даже, чем мясо, и так положить. Мгм. Правильно. И прямо нож острый, аккуратно. Где-то так, наверное. А, вот так прямо? Нет, Мгм. нормально. Клади. Типа так ложить. Ага. Жесткие инструкции, да? Ага. По технологии конкретно идем. Жена будет на экране смотреть, говорит, да ты же там неправильно сделала. Лишь бы не Как ошибиться. я тебе Лишь бы не говорил, ошибиться. Ага. То есть дома у вас жена готовит? Обязательно. Только? Да. Ты вообще, ну, шашлыки, наверное, делаешь? Ну, На шашлыки даче? да, конечно. Да, ну, мужские, как бы, Да, эти. да, да, это понятно. Я даже суп не умею готовить. Даже яичницу я один Да? раз, когда хотел устроить завтрак жене, я Это хватит, я ошибся. думаю, Да, хватит. Точно, точно, Ага. хорошо. Так. Лук не солим. Дальше. Потом идет, мы мясо посолили, да? Мясо посолил. Потом идет морковка. Морковка. Нет, помидоры. Помидоры. идут. Помидоры. Да, 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 да. Помидоры тоже для аромата, для сока. Хорошо. Если бы ты пришел с рецептом таким, поставил перед собой, ничего страшного. Нормально у нас. Помидоры тоже И, надо как говорится, делать. и не такие гости бывали за 3 года. Давай, я помогу тебе с помидорами тоже. Мгм. И тоже, видимо, так, да? Раз, Ага, раз, такими же. раз, раз. Ну ладно, мы про театр проговорили с тобой, да? Я знаю, точнее, ты сам мне тоже рассказывал, ты снимался во многих фильмах, в клипах у Игоря Егорова. Да. Ну да, было. Как Было попал дело. в первый фильм? И когда это было? Это было в далеком 2010 году, кажется, если я не ошибаюсь. Или Ага. в 2009. Мгм, Это, короче, я летом во время отпуска мгм. подрабатывал этим вожатым в лагере. О, опять же с В Амге. детьми. Да, с детьми. Ага, Так. в Амге. Ага. А в то время этого еще не было. Как там? Сотовых телефонов. Ну да, Ага. ну редкость. Были короче. только эти домашние телефоны. И вот, короче, ко мне подбегает рабочий администрации села и говорит то, что... Прибежал, нашел, в лагерь Да, да, приехал. да, 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 Ага. да. Где тут Илья Яковлев, типа? Это я. Тебя милиция ищет. Типа такого, а Да. он весь уже вспотевший, Да. Что бежал случилось? всю дорогу. И вот, короче, он говорит, Илья Яковлев, это тебе с города звонили, типа. Тебе надо срочно идти в город и сниматься в кино в каком-то. Мне так сказать. Че Че ты врешь, типа? Да, да. Че за рожа говоришь, да? Ага. Я точно не знаю, откуда они нашли меня Ага. и как они меня нашли. Как выцепили? Ну, Да. то есть, как бы, ну, это же, скорее всего, же был этот некий подбор, да, ну, актеров Не же знаю, всё наверное, равно. скорее всего. Ну, Да, но много же, да, какой-то типаж. Пришли, наверное, ко мне в театр, там на начали. фотографии посмотрели, там Ага. поспрашивали, кто работает, какие люди есть. Или Ну, кто-то там сказал, артисты. вот же есть классный чувак там, типа, Может возьмите быть, его. может да. быть, Ага. я насчет этого не знаю. Ага, так. И вот, короче, я приехал в город. А, да ты все поехал. Да, да. Я бы сказал, всё-таки что выходит? Ну, как раз работа закончилась тогда. ну. Мой сезон закончился. Ну ты... Поехал в город, Ага. звоню им, потом, типа такие, мы хотим тебя снять в кино, давайте попробуем с Аркадием Новиковым. Тоже Ага. метр. Фильм назывался «Ческе». «Ческе», ага. Да. И вот мы поехали в село Тамтор, где-то месяц отсняли кино, и в результате, не знаю, получился Получился такой, фильм, да. да, комедийный хороший фильм, Мгм. добрый фильм. Вот таким вот был мой первый опыт. Первый опыт. А в следующем году, кстати, да, На следующий год? да, как я попал в клип к Игорю Егорову. Так. Я у себя на родине. В то время уже сотовая связь работала, кажется. Тоже сидел, никого не трогал. Так. Нет, как раз. Трогал? Да. Ну не трогал, а я очень люблю охотиться. А,
И вот во время охоты... Это осенью снимали клип, потому что я помню. Ага. Я, короче, к этим подкрадывался к уткам. Ага. Они сидели там. Время сотовый. В это время у меня телефон звонит. Да. Я не обращаю внимания, подкрадываюсь, потом все равно звонит. Ага. Звонит, Ну звонит, ладно. звонит и звонит. Ага. Решил отдохнуть, я ответил. Шепотом все. Все было шепотом. Алло, типа. Это вообще как реально, как в кино, да? Не знаю. Константин Тимофеев, оказывается, мне звонил. Ага. Костя. Да, поздоровался. Это Илья, да? Да, это Илья. Что вам надо? Я сейчас занят. Мы хотим тебя снять в клипе у Игоря Егорова. Надо срочно, чтобы вы завтра были у нас в городе. Типа, можно я потом перезвоню? Типа, положил трубку. А в это время утки начали уже отходить от меня. Встал и промахнулся. Ладно. Так. Поехал в город, встретился. Ну как ты на все соглашаешься? Ты же мог сказать, иди, я туда хочусь, короче, не хочу. Не знаю, это, наверное, уже профессиональные качества. То, да? что мне сказали. Работать, значит, надо? Да. Ага. Это во время отпуска жить было как раз. Тем более. Ну, да, тем ну, более. Да. Приехали, отработали где-то дней 5, и тоже отсняли. Клип. Да. Клип классный, да, с историей. Ну и песня вообще. Да, песня. Просто мощная. Мощная песня. Да. Я вот совсем недавно был на юбилее, на концерте Илья Кейса. Игорь там пел, и, короче, вот песни Илья Кейса. Кстати, вот тоже тюнгулюцкий, Костя тоже тюнгулюцкий. Да. Ты тоже тюнгулюцкий, я тоже тюнгулюцкий. Вообще, ну как-то так совпадение, тут как-то прославление тюнгулю идет. Тюнгулюцким привет. Вот, давай, дальше, у нас время идет. Дальше, Морков. да, надо натереть его. Морковку? Да, Серьезно? теркой. Теркой? Ну, терка есть у нас. Можно ее вот так сюда поставить. Раз и чуть-чуть почистить, да? Да, чуть-чуть почистить ну да, правильно. кожу. Она мытая, но лучше почистить, конечно. Мало ли. Вот так вот. Ну, не знаю, как-то так сложилась моя жизнь в актерской карьере. Ну, потом уже стали, наверное, замечать режиссеры. Ну, уже пошло как по накатанной, да? Да, и Ты стали же уже приглашать. В многих фильмах уже снялся. Да. И российский опыт был. И российский опыт был. Да, совсем недавно, я знаю, я смотрел этот фильм. Но лучше ты сам расскажи. Ага, как это было. Мне позвонил хороший знакомый и сказал попробоваться в кастинге. Типа московские приехали и хотят, чтобы в их фильме участвовали якутские артисты. Ребята, ага, так. Я поехал, попробовал. Не знаю, там был сам режиссер московский, Владимир Кот. Один из братьев Котов. Вот. Ну, после кастинга они сказали, мне позвонят, сообщат, что да как. Думаю, хватит морковки. Да, ну попробуй положить, если не хватит, то всегда можно добавить. И потом где-то через месяц, наверное, если не ошибаюсь, вдруг кто-то звонит из неизвестного номера со странными номерами. Звонит, типа говорит, продюсерская компания, трым-пырым, вас выбрали. Вы утверждены, типа, да? Да. Ты такой, yes. Ну, не знаю, я еще тогда не имел представления, что за работа, что за фильм. Потом... даже так? Да. Они Ничего себе. мне Ну, то есть прислали- сценарий примерно не Да. показывали Нет, даже, да? Нет. Синопсис даже не было? Все остается в тайне. Да ладно, ну чтобы не спойлерить, скорее всего. Да, скорее Так. всего. ага. Так. Прислали сценарий, почитал, только тогда я понял, то, что ух ты, крутецкий фильм намечается. Да, тем более, что часть снимали в Якутии же, да? Или где? На самом... Ну, там считается же вроде как бы Якутия. Да, Да. это считается Якутия. Я Да. открою вам секрет, на самом деле все это действие происходило в Карелии. Карелии? Ну, да. Блин, прекрасные места. Карельская республика по природе очень схожая с нашей, оказывается. Схоже, да. Ну, то есть им ближе, наверное, было в Карелии чем-то. И полетел в Москву. Ага. И там, ну, в 2 подхода я летел, работал туда, в Москву, за 1 лето. Работал с Алексеем Кравченко, Да. с Таисией Вилковой,
С Ильяной Павловой нашей. Наша, да, она главную роль играла, между Да, прочим. главную Ну, роль одну из играла. главных ролей. А Кравченко, он еще и же мальчиком вообще жесткий, короче, чел. Я помню его, Кравченко. Он же сыграл в этом, господи, «Иди и смотри». Это же он был? Не помню, наверное. Мальчиком, это он. Мне кажется, ты путаешь. Алексей Кравченко, мужик здоровый. Мужик здоровый, но это он. В «Девятой роте», помнишь, там на Да. танке сидел? Нет, я помню, не, я смотрел фильм, да, который тонет. Нет, в фильме, в вашем фильме он тонет же. Да? Да, Все, тонет. понял. Ага, да, да. да. Ну, вот по-моему, Ага. это он все-таки, да. Ну, не будем спорить. Так, два подхода ты снимался. Как долго все это происходило? У меня всего-то было 6 съемочных дней. На первый раз 3 дня отснялся, 3 смены отработал. И в августе уже тоже 3. Про гонорар не буду спрашивать. Если сам не хочешь рассказать. Да там это. Да. Копейки. Да. Ага. Сыграл антагониста. Ага. Не знаю, в фильме, в моем опыте в фильме я сыграл первый раз плохого человека, который пытается эту компанию спалить. Да. И мне понравилось, оказывается. Играть плохого человека в кино и в театре это совсем другое, оказывается. Ну, в театре сказки у нас плохой человек совсем по-другому. Ну, более кино-то сказочно, жизнь. более как бы так, да. А тут реальный плохой. Плохой и все. Да. Да, и он специально же делает такую показывает, чтобы это плохой, это должен быть, ну, конкретно Да, плохой, да, чтобы типа его такого, все ага. возненавидели реально, как, ну, блин, так, чтобы злились на него, да? Вот так вот. Ага. Давай, Так. колоссальный опыт. Следующий теперь- слой. Я предлагаю, вот смотри, морковки же мало. Давай докладем. Или нет, не хочешь? Давай, наверное. Да, чуть осталось, ты что, кропаль. Морковка, будем считать, что морковка ничего не испортит. Теперь майонез. Точно? Ага. Так, вот он. Потом сверху Сыр натереть. Ну, ты вот сюда сыр натирай. Ее уже натертым надо, по-моему. да, в тертом Да. виде. Так, сколько? Ты мне говори. И как? Вот Да, так? примерно один слой, чтоб накрыло. Полностью, да? Немного? Ага. Подобие. Вот такой Да, сделать. типа такого. Ага. Да. Кажется, так было. Типа некую аккуратность сделаем. Я надеюсь, твоя жена не будет это ругать, скажет, блин, ведущий же испортил твое блюдо, натер. Не должно было так. Чертов. Я думаю, классика. На что-то похоже стало. Сыр. Оп. Сыр много не бывает. Я думаю, что это. Наверное. Да. Поэтому я весь Ты сыр- натер его всего, Ага. правильно. Потому что чем больше сыра, ну, допустим, по пицце знаю, это же схожий продукт. Больше сыра, как говорится, и все. Давай. Я могу, таким. предлагаю его даже фольгой не надо накрывать, чтобы сыр не подгорел. Нет, нет. Точно нет? Да. Да? Сразу в духовку его. Вот в Сразу- таком виде сразу в отправляем. духовку. Ага. Так, возьмем тряпочку, вооружимся. Духовка у нас стоит нагретая. Давай, все. Все. И давай я положу, да? Это такие продукты. Ага. Давай, На 45 минут. на 45 минут. Да, но мы возьмем паузу на передачу. Опа. Все, положили, показали, закрыли. Так, мы взяли немножко паузы, потому что эфирное время нам позволяет, потому что наше блюдо должно было сколько минут? 45 минут, 45 да? минут, 45 минут. Ну, время истекло, время истекло. Илья, давай, я предлагаю, чтобы ты, как хозяин, вытащил наше это. Давайте. Да, очень аккуратно, очень аккуратно. Вот, смотри, вот это вытягивается сюда, чтобы удобнее было. Раз. Не дай бог обжечься. Ауч. Ауч, нормально? А я помогу тебе. Куда ложить? Прям сюда. А вот прямо так. На плиту можно. О, Вот. щипит. Шипит. С бульоном. Все правильно получилось? Да. И сыр должен быть именно вот такой. Да, цвет поджаристым, приобрести, ага. Да, держи. Нож, может быть, ложечку, как удобно. И вот
нам Семен оставил наши тарелочки. Порционно, да, как делается? Ну, как бы знаете, мы дома прямо из посуды. Прям отсюда кушаем. А, прямо так, да? Да, да, Вокруг да. садитесь и по-братски, да? Ага. Это многовато будет. Многовато, Я да? предлагаю вот так и треть. Да. Ну, Еще. смотрите, сколько тут, ребят. Операторы все так жадно стоят, облизываются. Ребятам тоже оставим. Время программы у нас выходит вечером, но сейчас день, как раз во время обеда, я думаю, это... Время обеда. Да, время обеда. О, вот, отличная порция. Может, удобно, да, ложечка? Да, да, нормально. Да, вот, лопаточка не нужна. И сюда, да? Да. Ну и вот так, вот так, чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть, да? Еще вот остатки мяско себе забрать. Ну вот, я предлагаю показать это вот на камеру. Надо? Вот что у нас получилось. Это мы отложим. Это крупняк Да, перемешка. типа такого. Кажется, получилось. Кажется, получилось. Мгм. Мне кажется, очень симпатично. Ну что, давай пробовать. Пробуем. Ложкой или вилкой? Вилкой, наверное. Да, тогда вилка. Держи. Ложками отложим. Приятного аппетита. Давай пробовать. Спасибо, тебе также. Я сразу за мясо. А я сверху начну. М, Скажи еще, даже вкуснее, чем дома. Даже вкуснее, чем дома. Крутяк. Сыр, курочку приобрел. Мгм. Так и должно было быть, кажется. Так и задумано. Вообще тема. Ну давай, у нас еще немножко времени остается. Как отдыхает Илья Яковлев? Ну, я человек простой. Я отдыхаю по-своему. И, Не в каких-то там... По-моему, все-таки скромный. Не знаю. Наверное. Да, я скромный. А я такой, да? Да, я такой. Я отдыхаю по-простому. Я не знаю, ни по ресторанам, ни по клубам где-нибудь там шастаюсь, а именно дома чем-то занимаюсь, наверное. Я как раз этим летом, ну, прошлым летом, замутил себе стройку. Я слышал, дом построил, да? Да, дом построил. В стиле барнхауса. Необычное. Что? Еще раз? Стиль барнхауса. Барнхаус. Это Да, что такое? барнхаус. Ну, это Новое какое-то видение? Или? да, новые направления в строительстве домов, которые только начинают практиковаться в России. Так. Вот так вот. А я... Своими руками сделал? Да нет, вы что? Такую стройку я доверил строительной компании. Но ты говорил, рассказывал, что ты еще руками еще долюбишь все Да, и вот как раз я отдыхаю именно когда что-то, не знаю, ремонтирую, чиню своими руками, что-то делаю, не знаю, там чайник отремонтировать, микросхему спаять, наушник отремонтировать. Я именно в тот момент я отдыхаю. Душа лежит. Да. После длительных репетиций, после затяжного дня я после ужина сажусь за свой стол и начинаю там уже что-то делать. Это мне доставляет неимоверные ощущения того, что я отдохнул. Вместо другого чего-нибудь сажусь и ремонтирую что-то, не знаю. Вот таким вот образом я отдыхаю. А какие увлечения еще? Увлечение? Ну, увлечение, не знаю, скажем, 4-й сезон являюсь уже мотобайкером. Вау. Езжу на Honda по городу. Летнее время ремонтирую, чиню, привожу в порядок свой мотоцикл. Помимо этого... С детства, наверное, пошло? Да. Люблю-то там. Ага. Ну, Не знаю, у всех пацанов, наверное, деревенских подход пацанов. который никогда не Во-во-во. заводился нифига. А у меня из детского мотоцикла Надо было 100 раз вот так. Урал в гараже стоит в деревне. Да ладно. И я его, короче, Раритетный, зеленого цвета. зеленого цвета. Очуметь. Ты прав. Ага. И вот, короче, я из него делаю кастомный проект. Потихонечку, каждое лето во время отпуска я езжу к себе домой на родину и потихонечку его превращаю в кастомный проект «Кафе Рейсер». Он бегает? Да, заводится, работает. Заводится, работает. Но он в данное время находится в стадии еще Реставрация. реставрации. Ага. А что,
думаешь сделать у него? Ну, красишь, варишь, что-то там прибавляешь. Что-то. Да, изменил Дуги чуть-чуть. обязательно. У нас самое главное было дуги. Чтобы, потому что все время падали, Да. и люди очень Да, и часто красиво ноги ломали. смотрелось. Ну, дуги. в первую очередь, потому что мы все время там, вот так делали, и когда падаешь, чтобы ноги не защемило. Не дай бог. В данное время Дуги я переварил раму под кафе-рейсер, согнул задние амортизаторы для более чувствительности и буду красить раму. Ну, в Они следующем сделал году вот это длинные уже. вот эти вот, так, чтобы вот так. Не. Нет, да? Для кафе-рейсера обязательно, чтобы вилка наоборот короче была, наоборот, чтобы да? посадка А, байкера. вот, Да-да-да, вот именно типа, как байкеры. Да. Понял? Ну, в смысле, я не имею как байкеры, именно как гонки, да? Вот близко, чтобы. Да, ближе к спортивному посадка Вот, должна ну, быть. Ты говоришь, как кафе-рейсер, да? Да, кафе-рейсер стиль называется. Ага. Ну, такая сбитая, да, такая штука. Да, укороченные задние сиденья, короткая вилка, руль почти Скажи, вот, отсутствует. на Урале сиденья разные вот такие? Или они одним этим? У меня было одним. Одним было, да? Да. Потому что самые первые были вот сиденье первое, вот так Ага, садишься, а второе вот так сзади, такой, Сзади. почти сидишь вот так высоко, короче, Сверху, можно ага. так по голове говорить, кто такие сюда? Батя меня так это научил водить. Вот так У вот. нас тоже Урал был. Вот мои увлечения. Да, интересно. Ну что ж, еще одно увлечение, по-моему, есть у тебя, ты тоже рассказывал. В этом году я решил заняться косплеем. Не знаю, ну, в летнее время я чиню, ремонтирую свои мотоциклы. А долгими зимними вечерами? Долгими зимними вечерами. Я осенью вдруг обнаружил то, что я все отремонтировал у себя дома, я все переделал у себя дома, все готово, нечем заняться. И вот, не знаю, посмотрев многократно, пересмотрев сериал и фильмы «Звездных войн», решил заняться косплеем. Не знаю, как ты. Что выйдет, да? Ага. Ну, короче, что-то мастеришь. Ну, с осени, сентября по декабрь, скажем, я уже сделал шлем Мандалорца. Мгм. А потом костюм. Да, и костюм выйдешь буду на делать. 1 мая. По результатам у меня сейчас Интересно. готовый шлем, Мгм. но костюма все еще нет. Ну, Я планирую его ну, доделать ну, будешь и делать. в этом году, в августе, планирую посетить наш якутский гикфест. Гиквест. Да. Хорошо. Ну что, Илья, время заканчивается все-таки, да? Как бы странно это не звучало, эфирное время у нас не резиновое. У нас есть традиция, я тебя предупреждал, для наших телезрителей, пожалуйста, пожелания. Ну, желаю всем любителям программы быть здоровыми, кушать хорошую, полезную еду, и чтобы все ваше запланированное сбывалось. Здорово. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях актер театра юного зрителя Илья Яковлев. Илья, приветствую. Точнее, не приветствую, а спасибо тебе большое. Господи, я начинаю уже заговариваться. Вам спасибо, то, что Да, пригласили очень меня. реально вкусно. Как говорится, ты, по-моему, все-таки я в начале передачи говорил, что ты немножко там лукавишь, что не умеешь. Реально очень здорово получилось. А я, Петр Цепандин, на этом потихоньку прощаемся. Будьте здоровы, друзья, с наступившим Новым годом. А мы что? Мы уходим за кадр и продолжаем это кушать. А то сейчас, смотрите, ребята подходят и говорят. Здорово.